Что происходит с нашим телом, когда мы постимся в Рамадан? Во время месяца Рамадан мусульмане постятся с рассвета до заката солнца каждый день этого лунного месяца. Пост в Рамадан может стать естественным и эффективным способом вывести из тела шлаки и токсины и оздоровить его. Но это может произойти только если мы будем придерживаться здорового питания и не переедать на ифтар. Постарайтесь максимально избегать переработанных продуктов и жареного в этот месяц. Поскольку у нас всего несколько часов для еды и питья, очень важно, чтобы мы правильно рассчитывали потребляемую пищу. Для насыщения тела влагой пейте много воды. Избегайте продуктов, содержащих кофеин, который обезвоживает наш организм, заставляя острее чувствовать жажду в часы поста. Мы знаем, что Рамадан — это очень занятое время, поэтому большинство из нас обычно сокращают часы сна, чтобы оставить больше времени для благих дел, что прекрасно. Но постарайтесь спать не меньше 6 часов в день. Если вы не дадите себе этот минимум сна, то можете стать ленивым в намазе и чтении Корана. А этого мы с вами хотим в последнюю очередь. Но имейте в виду, что если мы спим больше, чем положено, это тоже делает нас ленивыми и менее продуктивными, поэтому ключ к успеху в балансе. Вот анализ того, что происходит с нашим телом во время поста. Стадия первая. В первые несколько дней поста снижается как уровень сахара в крови, так и кровяное давление. Тело начинает процесс очищения, и первые пару дней самые тяжелые. Они могут сопровождаться головной болью, головокружением, тошнотой и чувством сильного голода. Стадия вторая. Во время нее тело привыкает к новому распорядку дня, а у системы пищеварения появляется возможность отдохнуть. Она концентрирует свою энергию на очищении организма и восстановлении клеток, так как лейкоциты постепенно становятся более активными. На этой стадии различные органы нашего тела начинают восстанавливаться. Стадия третья. На этом этапе уровень нашей энергии возрастает, разум лучше концентрируется, и общее ощущение отличного здоровья начинает охватывать нас. Во время поста восстановительные процессы в нашем организме становятся более эффективными. На этой стадии организм восстанавливает любые поврежденные клетки. Кишечник, печень, почки, легкие и кожа очищаются от токсинов, происходит детоксикация. И, наконец, четвертая стадия. К началу последних 10 дней месяца Рамадан тело уже привыкло к посту. Оно наполнено энергией, и мы чувствуем, что концентрация внимания и память улучшились. На этой стадии органы заканчивают процесс восстановления. И поскольку все вредные вещества покинули наше тело, оно может функционировать на своем максимальном уровне. Это всего лишь часть физической пользы поста, того, что происходит с нашим телом. Духовная же польза этого месяца намного больше всего вышеперечисленного. يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا.